Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. МИД Абхазии отреагировал на заявление Агентства гражданской авиации Грузии о намерении добиться запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в аэропорт Сухума. В заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства, говорится: на фоне недавних заявлений грузинских политиков о готовности к конструктивному диалогу с Республикой Абхазия и Южной Осетией, в том числе заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, который заявил, что Грузия должна будет извиниться перед осетинской стороной за 2008 год и покарать бывшую правящую партию, Республика Абхазия ожидала начала прагматичного взаимодействия, основанного на признании реалий, сложившихся в Закавказье. Однако вместо прагматичного подхода, направленного на урегулирование взаимоотношений, грузинские власти продолжают делать шаблонные, политически ангажированные и оторванные от реальности заявления, которые уже набили оскомину и лишь создают дополнительную напряженность. Очередные выпады грузинского руководства являются попыткой препятствовать процессам, которые имеют необратимый характер, отмечается в заявлении. В абхазском МИД считают, что подобные подходы не только не способствуют урегулированию затянувшегося кризиса, но и подрывают саму возможность диалога, лишь усиливая взаимное недоверие между нашими странами. В связи с этим Республика Абхазия в очередной раз обращается с призывом Грузии отказаться от конфронтационной риторики, подписать юридически обязывающее соглашение о неприменении силы и начать новый этап конструктивного диалога, учитывающего политические и правовые реалии, сформированные после конфликтов 1992-1993 годов и 2008 года, отмечается в заявлении. К другим новостям. Как известно, в прошлом сезоне Абхазия вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений для россиян, согласно данным Ассоциации туроператоров России. Опираясь на данные погранслужбы и Минтуризма Абхазии, Ассоциация туроператоров России сообщает, что республику в 2024 году посетили 1,5 миллиона человек, на 7% больше, чем годом ранее. Первые места в списке заняли такие гиганты, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Но, формируя рейтинг, эксперты учитывали и транзит. В структуре выездного турпотока в 25 самых популярных стран на Абхазию приходится 8,6% поездок. Первое место с большим отрывом заняла Турция с 40%. На втором и третьем местах Объединенные Арабские Эмираты и Китай. У них 11,4% и 10,9% соответственно. В этой связи хочется отметить важность достойного позиционирования курортов Абхазии на больших туристических выставках. Так, недавно Абхазия была представлена на 31-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства МИД-2025 в Москве. Абхазскую делегацию возглавлял исполняющий обязанности министра туризма Теймураз Хишва. Мероприятие проходило в Москве на базе Международного выставочного центра «Крокус Экспо». Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства – крупнейшее отраслевое мероприятие, которое проводится в Москве на протяжении 30 лет. Выставка служит международной деловой площадкой для стран, регионов и компаний со всего мира, представляющих свои продукты и услуги на российском рынке. Участники и гости выставки имеют уникальную возможность установить контакты с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также ознакомиться с актуальными трендами в сфере туризма и гостеприимства. О том, как был представлен абхазский стенд на выставке и в целом о том, как министерство готовится к продвижению имиджа абхазских курортов перед открытием нового сезона, мы побеседовали с исполняющим обязанности заместителя министра туризма республики Астамуром Барцец. Приветствуем вас в студии Абхазского телевидения. Прежде всего, хотелось бы, чтобы вы рассказали об этой выставке МИД-2025. Это уже 31 раз проводится в Москве и участвовала делегация. Скажите, пожалуйста, каким был наш стенд, каково было внимание к нему? Добрый день.
Наш стенд из года в год пользуется популярностью. Республика Абхазия принимает участие в международной выставке по туризму и индустрии гостеприимства с 2017 года. И из года в год наш стенд пользуется популярностью. Вокруг него собирается очень много посетителей, простых, которые просто приходят принять участие в выставке, посмотреть те или иные регионы, те или иные страны, которые там выставляются. И, конечно же, из года в год меняется концепция самого стенда. В этом году мы презентовали наш стенд в виде райской Абхазии, в виде мандарин. То есть, по-любому, у каждого туриста, и не только туриста, а других граждан, которые к нам приезжают, Абхазия все время, они думают о ней как о той стране, в которой произрастают мандарины и цитрусовые. А скажите, пожалуйста, вот какое было внимание, что говорили посетители этой выставки, вот какие были реакции? Ну, вы знаете, в первую очередь для нас данная площадка является очень такой востребованной, потому что само слово за себя говорит международное. То есть мы понимаем, что Республика Абхазия с ее туристическим потенциалом и признанной страной как для туризма является участником международного туристического рынка, где представляются другие страны. И уже, конечно, мы понимаем, что есть востребованность нашего направления, нашей республики. Приходят не только те туроператоры большие, которые работают в Российской Федерации, занимаются выездным туризмом, но и новые туроператоры, которые появляются на туристическом рынке. И вот у нас идет общение непосредственно, что может предложить наша республика, цена, качество, услуги, те, которые сегодня у нас есть в республике. Скажите, пожалуйста, туристический сезон, он уже практически очень близко, да, можно сказать, что скоро стартует. Как вам кажется, можно ли уже что-то предсказать о том, каким он будет, сколько людей сюда приедут? Может быть, что-то известно по бронированию, можно сделать выводы? Ну, конечно, мы постоянно мониторим ситуацию, как складывается бронь в наше направление. Сегодня мы можем сказать, что бронь на уровне прошлого года, и мы думаем, что в ближайшее время мы уйдем. Динамика на сегодняшний день положительная. Она положительная, и думаю, что на 15-20% мы показатели прошлого года в этом превысили. Еще такой вопрос, тоже, мне кажется, интересный, потому что раньше, вот просто гуляя по городу, мы видели туристов в основном только летом. Сейчас мы замечаем, что они приезжают и в так называемом межсезонье. За этим вы наблюдаете? Есть вот какая-то тенденция роста при прибытии вот туристов в межсезонье? Ну, вы знаете, конечно, и туристы не только приезжают в курортно-летний сезон, но они также и приезжают в межсезонье. В межсезонье это связано с активным деловым туризмом. Люди приезжают здесь посмотреть, не только посмотреть, но и по работе, и заключить те или иные договора со своими партнерами, которые у нас в республике. Какие на сегодняшний день существуют главные проблемы и вызовы в вашей вот, отрасли, скажем так? Ну, вы знаете, что туризм, это, если можно так его охарактеризовать, как живой организм, который не обладает никаким иммунитетом. И он подвержен любым колебаниям, которые происходят так и внутри, так и за пределами нашей республики. Если же говорить о том, что на самом деле интересует и какая стоит первая задача перед министерством, мы должны говорить о возвратном туристе. То есть тот турист, который должен из года в год выбирать нашу республику и приезжать к нам. То есть быть, по сути, постоянным... Да. Вы как вы видите, последние годы турпоток увеличивается, он держится на одном и том же уровне. Более миллиона туристов к нам приезжают с целью отдыха и проживания, также с целью однодневных экскурсий. Кстати говоря, в прошлом году, в 2024 году, мы впервые пришли к тем показателям, что у нас в республике с целью отдыха и проживания было больше туристов, чем те, которые заехали к нам экскурсанты с однодневным визитом. Интересно. Еще такой вот вопрос всплывает. Вот говорят о том, что с 1 мая будет запущен аэропорт, да? И как вам кажется, как это повлияет на турпоток? Вы знаете, много факторов, которые складываются для развития, стабильного для развития туризма, и одним из них является транспортная логистика. Конечно, это упростит туристам или тем гостям, которые выбирают нашу республику с целью отдыха, проживания, как я ранее об этом говорил, добраться к нам. То есть они напрямую. Мы сейчас с вами говорим о тех субъектах Российской Федерации, которые не так близко расположены к нашей республике. И там тоже есть востребованность приехать и отдохнуть, и увидеть нашу республику. Это намного упростит, конечно. Тем самым пересечение границы. То есть не придется дважды пересекать одну и ту же границу, сегодня сухопутную, которая у нас и так нагружена. Люди в своем регионе
они через международный аэропорт попадут к нам в республику. А вот, кстати, вот это интересно, из каких регионов больше всего к нам приезжают? Вот у вас есть какая-то подобная статистика? Или это сложно отследить? Ну, на самом деле это сложно отследить, потому что мы работаем через туроператоров, а как вы знаете, у туроператоров большая сеть турагентов по всей России. Ну, в основном это Москва, Питер, это центральная полоса России, так скажем. А теперь из других отдаленных более субъектов Российской Федерации к нам смогут беспрепятственно, не то что беспрепятственно, беспроблемно добираться наши потенциальные туристы. И все-таки, вот подытоживая наш разговор, как вам кажется, все-таки какие самые востребованные, скажем так, туристические объекты для россиян в Абхазии? Имеется в виду посещение, отдыха. Ну, вы сейчас говорите о объектах туристического показа. Да. Ну, как мы с вами и не только здесь мы знаем, и за пределами нашей республики, это наши визитные карточки, это озеро Рица, Новоафонская пещера, город Новый Афон, Рицинский реликтовый национальный парк, где и находится озеро Рица и так далее. Понятно. Большое спасибо. Надеемся, что турсезон будет хорошим и очень таким качественным. Посмотрим, что нам покажет наши сентябрьские, октябрьские показатели. Но мы думаем, что сезон пройдет стабильно, потому что Республика Абхазия, я могу так еще раз повториться, она является в первую очередь безопасной страной для посещения туристов, что немаловажно. Любой турист, который приезжает или хочет выбрать ту или иную республику для посещения с целью туризма, он всегда делает внимание на безопасность. Как безопасно в этой республике или нет. Да. Большое спасибо, Астамур, что пришли и ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Продолжаем передачу. В Москве откликнулись на одобренный во втором и окончательном чтении парламентом Армении закон о начале процесса присоединения Республики Армения к Европейскому Союзу. За проголосовали 64 депутата, в то время как 7 выступили против. Оппозиционная фракция Аястан бойкотировала голосование. России надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с Арменией, если республика присоединится таки к Европейскому интеграционному образованию, отметил вице-премьер правительства России Алексей Аверчук. Я ознакомился с текстом самого закона, который принят. Он такой: за все хорошее против всего плохого. Совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении. Проевропейскую инициативу выдвинула группа небольших прозападных партий и политических групп, лидеры которых неоднократно встречались с премьер-министром Николом Пашиняном в рамках так называемого консультативного собрания по сотрудничеству с непарламентскими политическими силами. Далее идею о европейских молочных реках с кисельными берегами подхватило гражданское общество в виде платформы демократических сил, собравшей за 2 месяца 60 тысяч подписей, необходимых для вынесения проекта на рассмотрение в парламенте. На данный момент не предусматривается подача заявки на членство в ЕС. Этот законопроект просто выражает волю армянского народа, пояснил глава комиссии по евроинтеграции Армен Игаян. Принятие закона не является заявкой на членство в Евросоюз, но отражает стремление граждан вывести партнерство с Евросоюзом на новый уровень, соглашаются в МИД Армении. По словам заместителя главы ведомства Паруира Аванесяна, в ближайшие месяцы планируется утвердить новую повестку партнерства, включающую в себя краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные действия, которые направлены на еще большее сближение с Евросоюзом. При этом никто в Брюсселе никаких приглашений Еревану не делал, о чем заявлял, в частности, официальный представитель ЕС Питер Стану. Процесс вступления в ЕС может занять десятилетия, поскольку он включает в себя оценку соответствия страны критериям блока по широкому спектру направлений, таких как функционирование демократических институтов, судебной системы и основных прав человека, пишет Политика. Таким образом, это все еще лишь довольно декларативные заявления о намерениях. Посмотрим, что будет дальше. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.